Знаменитый Чингачгук спустя 44 года вновь приехал на Кавказ. В этот раз известный югославский киноактер, режиссер и каскадер Гойко Митич посетил Владикавказ. На Астинскую землю он попал благодаря своему другу, каскадеру Эльбрусу Уртаеву. После короткой беседы с журналистами актер отправился в город ангелов. Несколько дней Гойко Митич будет общаться с поклонниками и познакомиться с достопримечательностями Северной Осетии. В ближайшее время знаменитый Чингачгук не исключил возможности реализовать совместный проект с Уртаевым в России. Он здесь родился. И он стал, да, правильно? Все правильно. Стал каскадером. И такие трюки делает. И он сейчас работает, живет в Южной Африке. Правильно сказал? Правильно, И мы там познакомились. У меня была такая картина, мы снимались в прошлом году в Южной Африке. Во Владикавказ прибыли члены сборной Америки по вольной борьбе. Титулованные спортсмены проделали далекий путь, чтобы обменяться опытом со своими российскими коллегами. Американцы уже не первый раз приезжают в Северную Осетию, но теперь вместе с ними приехали и девушки, многократные чемпионки своей страны по этому виду спорта. Тренировка проходила в плановом режиме. Помимо тренировочного процесса, спортсменов из США и Осетии ждет участие в открытом турнире по вольной борьбе среди юниоров имени Юрия Гусова. Он пройдет во Владикавказе с 17 по 18 октября. Приезд сборной США сегодня в Северную Осетию – это как раз таки такой мостик, который поможет многим американцам, конечно же, с уст ребят, которые приехали сюда, узнать о нашей стране больше. Северная Осетия очень достойно представляет Россию как регион борцовский и, в принципе, и туристический. Школьники из нескольких республик приняли участие в соревнованиях на знание жизни и творчества Костахи Тагурова. Ежегодная интеллектуальная игра «Жондабита» проводится уже в 15-й раз. Здесь ребята демонстрируют не только свои знания, но и таланты. Каждая команда заранее получила домашнее задание, в основном это сценки из произведений Коста и песни на его стихотворение. Во Дворце детского творчества также открылась выставка, посвященная юбилею писателя. Сегодня у нас очень почетные гости из Карачаева-Черкесии. Лаба, где Косталь Иванович считал Лаба как бы второй родиной, потому что до последнего дня он жил там. И оттуда к нам приехали очень хорошие дети, которые тоже будут наравне с нашими детьми состязаться, и дети из Южной Осетии. 8-я Бесланская школа признана самым пожаробезопасным объектом образования в Северной Осетии. Ученики доказали, что в случае пожара смогут организованно покинуть горящее здание. Во время тренировки на это им понадобилось всего 3 минуты. В школе, по словам сотрудников МЧС, соблюдены все правила, а значит, пребывание детей здесь можно считать безопасным. Конкурс на соблюдение мер пожарной безопасности среди образовательных учреждений в республике проходит уже в 4-й раз. Уровень участников за это время заметно вырос. Однако слабые места по-прежнему остаются, и над их устранением, говорят инспекторы, поработать еще придется. Суть этого конкурса в определении наибольшего количества противопожарных мероприятий, которые выполнены на объекте. В данном случае школа номер 8 показала хороший результат. Данная школа имеет полный комплекс систем безопасности противопожарной. Это наличие автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией людей при пожарах, наличие первичных средств. Владикавказская «Алания» проиграла со счетом 2-0. В 10-м туре 2-го дивизиона первенства России по футболу астинские барсы излишне гостеприимно приняли махачкалинский клуб «Анжи-2». В начале второго тайма зазевавшиеся защитники упустили Тагира Мусалова, подкорулившего отскок, а ближе к концовке встречи владикавказцы доставали из сетки собственных ворот второй мяч. 0-2. После 10 игр «Алания» остается с 9 очками. К сожалению, у нас повторяется уже из игры в игру одна и та же проблема. Не знаю, почему это происходит. Все домашние игры мы начинаем очень плохо. Почему-то это уже с начала сезона такая закономерность у нас.